Привет, друзья, с вами я, Михаил Серкели, и новый выпуск Nocta Life. Как обычно, по пятницам в это время мы комментируем наиболее важные события уходящей недели. В Nocta Life я обычно комментирую события внутриполитической повестки Республики Молдова, и чаще события, происходящие в Гагаузии. И сегодняшний выпуск не будет исключением. Однако главной новостью сегодня является убийство Алексея Навального, главного политического оппонента Владимира Путина. И мы не можем обойти эту новость стороной. Путинский режим убил своего главного оппонента. Я думаю, в этом мало кто сомневается. Об этом свидетельствует символизм, который является маркером путинских преступлений. Путин очень любит совершать такие громкие и большие преступления в феврале. В феврале 2014 года Путин аннексировал Крым. 27 февраля 2015 года был убит другой оппозиционер и непримиримый критик кремлевского режима Борис Немцов. 24 февраля 2022 года кремлевский режим развязал большую войну против Украины. И сегодня, 16 февраля 2024 года, он убил Алексея Навального. Подло и трусливо. Убийство Навального четко показывает, чем опасен для нас приход сторонников кремлевского режима к власти в Молдове. Люди, которые сегодня кричат о существовании в Молдове некоего режима Санду, заметьте, кричат свободно на своих телеканалах и остаются на свободе. У Навального и российской оппозиции своих каналов не было и нет. У кремлевского режима на сегодняшний день нет ни одного оппонента, который не выехал бы из России или не сидел бы в тюрьме. А те, кто представляли или уже представляли наибольшую опасность путинскому режиму, убиты. Так вот, те самые люди в Молдове, которые кричат, что в Молдове есть какой-то режим Санду, в случае прихода к власти просто отдадут ключи от нашей страны Кремлю и ускоренными темпами будут расправляться со всеми неугодными. И боюсь, что будут они делать это так же кроваво, как расправляется со своими оппонентами кремлевский режим. Для того, чтобы угодить своим хозяевам в Кремле. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как продолжать и даже ускорить свой путь в Европейский Союз, где мы сможем построить государство, в котором уважаются права человека, чтобы обезопасить себя от прихода к власти режима, подобному путинскому. Молдова находится под угрозой, пока она остается свободной. И пока мы живем в свободной стране, за нее стоит бороться, чтобы она и дальше оставалась свободной от мракобесия. Теперь вернемся к нашим событиям в Молдове. Событий в Молдове на этой неделе было много, но мы хотим сосредоточиться на одном, с нашей точки зрения, важном событии, которое обсуждается в публичном пространстве уже несколько недель. Эта ситуация стала предметом обсуждения не только в Гагаузии, но и в Кишиневе. Речь идет о ситуации, которая возникла на общественном телевидении или общественной телерадиокомпании ГРТ. Эта ситуация четко показывает, как Шор всех обманул, и то, что он никакой не меценат и не инвестор, а самый обыкновенный мошенник, которые специализируются на захвате общественного имущества и на использовании этого имущества в своих преступных целях. Так было с 3 банками, с аэропортом, с Примарией Аргеева, а теперь с Гагаузией и гагаузским общественным телевидением и радио. Миф, который распространяли подельники Шора, заключается в том, что Шор хоть и вор, но делится с простыми людьми и инвестирует в города и села. Для того, чтобы этот миф был хоть как-то похож на правду, Шор при помощи Плохотнюка создал небольшую витрину в Аргееве, где построил Архейленд и отремонтировал несколько десятков километров дорог в этом городе. Пропаганда Шора убеждала всех, что их любимый Илон Миронович единственный, кто что-то делает для людей в этой стране. Уверовавшие в эту пропаганду и в 1000 лей на выборах, жители Гагаузии убеждали всех, что они проголосовали за Гуцул, потому что Шор будет вкладывать в Гагаузию $1 миллион. Но Шор пришел сюда не вкладывать, а выкачивать общественные ресурсы отсюда. Как это работает на практике, мы покажем на примере ГРТ. Теперь давайте перейдем к сути вопроса и проанализируем, что происходило на ГРТ последние полгода, после того, как Евгения Гуцул села или ее посадили в кресло Башкана. До того, как Евгению Гуцул усадили в кресло Башкана, председателем наблюдательного совета ГРТ был нынешний советник Гуцул по СМИ Михаил Влах. После выборов Башкана и очевидной для всех договоренности, которая произошла между Константиновым и Илоном Шором, началась передача общественной телерадиокомпании ГРТ Илону Шору. Важную роль в этом процессе играл Михаил Влах,
который на тот момент был председателем наблюдательного совета ГРТ. Михаил Влах, по сути, обеспечил голосование в наблюдательном совете за Василия Дербенжи на должность директора телерадио Гагаузии, который, как выяснилось, до прихода на ГРТ работал юристом в шоровских структурах, а точнее в компании, которая администрировала социальные магазины Илона Шора. После того, как Михаил Влах обеспечил передачу ГРТ под контроль Шора, он перешел на должность советника Евгения Гуцул по СМИ. Сторонники Шора оправдывали передачу гагаузской общественной телерадиокомпании Шору тем, что Шор начнет якобы вкладывать в развитие ГРТ. Спойлер, ничего Шор в ГРТ вкладывать не собирался и не будет. Осенью прошлого года Народное собрание Гагаузии сменило состав наблюдательного совета ГРТ. В наблюдательный совет, среди прочих, были включены внук спикера Народного собрания Дмитрия Константинова Дмитрий Коса и супруга заместителя спикера Народного собрания Николая Орманжи Марианна Димова. Наблюдательный совет – это очень важный орган управления общественной телерадиокомпанией ГРТ. Он осуществляет надзорную и контролирующую функцию за деятельностью компании. Ему подотчетен исполнительный директор ГРТ. Наблюдательный совет утверждает стратегические документы и политики ГРТ, в том числе и бюджет компании. С другой стороны, наблюдательный совет обеспечивает, по крайней мере, так предусмотрено законом, защиту ГРТ от политического влияния со стороны Народного собрания и исполнительного комитета. Иными словами, наблюдательный совет должен блокировать любые попытки со стороны политиков и органов власти Гагаузии использовать общественную телерадиокомпанию в чьих-то политических интересах. Однако, как мы видим, этого не происходит. Наоборот, наблюдательный совет является проводником политических интересов различных групп, находящихся у власти в Гагаузии, и распространяет это влияние на саму компанию. Мы сделали это небольшое отступление, чтобы разъяснить ту роль, которую наблюдательный совет как орган играет во всех этих движениях вокруг ГРТ. После того, как ГРТ полностью перешло под контроль Шора, там стали появляться признаки цензуры в интересах Шора. Например, многие обратили внимание на то, как в эфире передачи «Диалог в студии», которая выходит на гагаузском радио и транслируется в YouTube-канале, радиослушателям не давали высказать свое мнение. Ведущая просто прерывала радиослушателей, высказывающих критическое мнение в адрес Шора и членов его группировки. Мне хотелось узнать у Сергея Ильича, как он смотрит, центральная власть более-менее справляется, учитывая и вокруг что у нас творится, как говорят, и геополитику, все. Потому что вот мы, например, знаем, что раньше даже депутат-социалист Новак как-то на одной из заседаний парламента говорил, например, этой подруге Таубер, что пожалуйста, вот она гордо себя, называет... пожалуйста, корректно, это депутат, да и вообще о женщине не принято так высказывать, пожалуйста. Вообще-то мы как-то его должны понять, что каждый имеет право говорить, как что думает. Конечно, но есть вот, этика поведения, поэтому... И, пожалуйста, без замечания, если Нет, извините, у нас такая работа, мы центральное телевидение. Дело в том, что это что, у вас новый председатель ГРТ, вот что так вот... прерывать вопрос задать. Уважаемые радиослушатели, я вас прошу еще раз, ведите себя, пожалуйста, корректно. Нас учат в университетах, и мы получаем домашнее образование. Большое спасибо, мы ваш вопрос поняли. Не, стойте, я еще не закончил. Стойте. Если вы будете говорить культурно, мы будем продолжать беседу. Я культурно говорю, очень даже культурно говорю. Я хочу сказать, что тогда депутат Новак сказал, что Таубер, вот она говорит, мол, гордо называет Шора наш лидер. А Новак депутат назвал, что он никакой не лидер, мы не а будем обыкновенный вор. Тему. Большое вот что спасибо. думает Сергей Ильич по поводу наших правителей? Примерно в это же время мы стали замечать, что на ГРТ резко обновился состав гостей. В качестве гостей туда стали приглашать людей, лояльных Шору. А политики и депутаты, которые высказывают критическое мнение в адрес Шора и исполкома Гагаузии, перестали там появляться. Не говоря о том, что каждый шаг Гуцул там освещается подробно, и ГРТ активно пытается формировать или слепить из Евгения Гуцул образ серьезного политика и чуть ли не лидера всех гагаузов. Далее редакция Нокта обратила внимание на то, что в эфире ГРТ стали появляться передачи, производимые телеканалом Примул ин Молдова. Примул ин Молдова ретранслировал российский Первый канал, и Кремль передал Примул ин Молдова от социалистов к Шору после того, как
Кремль сделал ставку на Шора как главного или главную политическую силу Кремля в Молдове. Передачи «Примул» и «Молдова» стали появляться на ГРТ через несколько месяцев после того, как Совет по телевидению и радио не продлил этому каналу лицензию за несоблюдение заявленной концепции. Иными словами, Шор стал размещать контент, производимый его пропагандистским холдингом, на гагаузском общественном телевидении. И у всех возник вопрос: Шор всего лишь размещает этот контент на общественном телевидении Гагаузии, или он еще и тратит деньги налогоплательщиков Гагаузии на контент, производимый его пропагандистским каналом «Примул» и «Молдова». Как оказалось, ГРТ закупает этот контент у шоровских пропагандистов за деньги гагаузских налогоплательщиков. Наша коллега-журналистка Нокта Влада Вершинина обратилась к советнику по СМИ Евгению Гусулу Михаилу Влах, к тому, кто реализовал спецоперацию по передаче ГРТ под контроль Шора, с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. В ответ он призвал давать независимым журналистам по зубам, а ГРТ, по его мнению, вправе закупать контент у кого посчитает нужным, и тот, который нравится гагаузскому народу. И тут сразу возникает вопрос, а с чего Михаил Влах решил, что тот контент, который производят пропагандисты Шора, нужен и нравится гагаузскому народу? Позже этот вопрос был вынесен на обсуждение наблюдательного совета ГРТ. Один из членов наблюдательного совета задал вопрос, почему ГРТ закупает именно эти передачи и почему руководство ГРТ не поставило в известность наблюдательный совет об этом. Дерминджи ответил, что их устроило ценовое предложение, а на вопрос, почему не провели публичный конкурс и почему не поставили в известность наблюдательный совет, Дерминджи ответить не смог. Таким образом, Дерминджи признал, что Шор использует деньги ГРТ, то есть деньги гагаузских налогоплательщиков, на содержание своего пропагандистского холдинга в Кишиневе. Посмотрим, как это было на заседании наблюдательного совета. Где заявление исполнительного директора или главного редактора телевидения о том, что вы собираетесь делать? Почему именно эти передачи? Был объявлен какой-то конкурс, что нам нужен контент там развлекательный или политический? Передач не предусмотрен. Почему вы решили, что именно этот контент? Что именно? Какой именно контент? Вы назовите, я вам отвечу. Как называются две эти передачи? Де-факто. Де-факто. Это программа, которая по большей части идет на государственном языке. Нет, почему вы решили, что именно должно идти де-факто? Потому что мы получили предложение, которое нас устроило в ценовом плане, плюс перекрывало вопрос касательно языка. Почему наблюдательный совет не в курсе этого? Но То, что касается вы сами контента... говорили о том, чтобы повышать 25%. Повышать. У меня... Теперь у меня... Одновременно с этим внутри ГРТ развивалась другая ситуация, которая чуть позже стала публичной благодаря действиям бывшего редактора сайта ГРТ Оксаны Кихаял. Оксана Кихаял обратилась в наблюдательный совет с просьбой дать оценку цензуре, внедряемой на ГРТ, как со стороны руководства компании, так и со стороны исполнительного комитета Гагаузии. Обратите внимание, речь идет о цензуре, а цензура запрещена законодательством Республики Молдова и является уголовно наказуемым преступлением. Все, кто наблюдал за происходящим на ГРТ последние годы, как минимум с 2015 года, с приходом к власти Ирины Влах, понимали, что на ГРТ практиковалась цензура. В приватных беседах журналисты ГРТ говорили об этом открыто. Тот же Андрей Ведутенко, который был пресс-секретарем Ирины Влах, когда она была башканом, навязывал ГРТ информационную повестку, выгодную Ирине Влах. Тот же Андрей Ведутенко, по информации Оксаны Кихаял, продолжает делать то же самое сейчас, но теперь уже в интересах Илона Шора. При Ирине Влах, по информации наших источников, существовали черные списки гостей, которых ни в коем случае нельзя было приглашать на ГРТ. Об этом говорили и депутаты Народного собрания. Но при Ирине Влах эту информацию обсуждали в узких кругах. Публично никто из сотрудников ГРТ, пусть даже бывших, эту информацию не обнародовал. Сейчас же ситуация отличается тем, что бывший сотрудник ГРТ обнародовал эту информацию. Однако широкая общественность узнала эту информацию после того, как наблюдательный совет проигнорировал просьбу Оксаны Кихаял разобраться в этой ситуации. Заседание наблюдательного совета ГРТ, на котором рассматривалась жалоба Оксаны Кихаял, по какой-то причине не было опубликовано в YouTube. Отрывок этого заседания, где рассматривался вопрос Оксаны Кихаял, появился
на странице в Фейсбуке у Ольги Парзани. Из того, что мы увидели на этой записи, стало очевидно, что наблюдательный совет ГРТ не собирается и не хочет разбираться в этом вопросе. Более того, внук Дмитрия Константинова, Дмитрий Коса, заявил, что у него нет на это времени. Продемонстрировав таким образом полное безразличие к факту беззакония и, более того, к действиям, которые можно интерпретировать как уголовно наказуемое преступление. Давайте посмотрим. Не могу понять, от нас что вы хотите сейчас? Вы разобраться в этой ситуации, как минимум? Как нам разобраться? Если ее уволили не по закону, она должна обратиться в следственную инстанцию. Насколько мы поняли, самостоятельно. Я понимаю правильно, исправьте, если я ошибаюсь. Сейчас вы здесь лишь для того, чтобы придать огласку этому. Да. Мы вас услышали, и, к сожалению, я И думаю, поставить что... вас в известность о том, Всё, что мы имеет услышали, место да, мы нарушение поняли. полномочий, нарушение Но дальше положений сидеть закона. обсуждать эту тему, можем еще часик поговорить об этом, но у меня нет столько времени, если честно. Но я не собираюсь у вас отнимать. Нет, я понял, поэтому я хочу задать вопрос вам, что конкретно далее вы хотите от нас, какие действия вы от нас ожидаете? Я в конце своей жалобы прошу рассмотреть данную жалобу в моем присутствии, обеспечить видеосъемку и так далее, и дать оценку действиям исполнительного директора. Мы рассмотрели вашу жалобу, услышали ее, дать оценку. Я думаю, что сейчас никто из членов наблюдательного совета не готов сходу вот так дать Это уже оценку. ваша прерогатива. Эта ситуация четко показала, что наблюдательный совет не является защитником редакционной независимости ГРТ, а также творческой и журналистской независимости сотрудников общественного телевидения и радио Гагаузии, а наоборот, является проводником и защитником той самой цензуры в интересах Шора. Обратите внимание, Оксана Кихаял не просто на словах заявила о том, что на ГРТ существует цензура, как со стороны руководства ГРТ, так и со стороны исполнительного комитета Гагаузии, контролируемого Шором, а продемонстрировала членам наблюдательного совета доказательства в виде скринов из редакционных чатов, где Ведутенко давал распоряжение сотрудникам ГРТ. Из того, что обнародовала Оксана Кихаял, мы узнаем, например, то, что сотрудникам ГРТ запрещалось или запрещено давать в эфир или публиковать мнение президента, членов правительства и представителей правящей партии ПАС. А также запрещается освещать и говорить о поддержке Европейского Союза в Гагаузии. При этом сотрудники ГРТ обязаны освещать деятельность ГУЦУЛ и сторонников Шора только с положительного ключа. Вчера, 15 февраля, состоялось заседание наблюдательного совета, куда пригласили и Оксану Кихаял, поскольку на этом заседании планировалось рассматривать ответ руководства ОК ГРТ на жалобу Оксаны Кихаял. Однако ответ на жалобу Оксаны Кихаял на заседании наблюдательного совета не заслушали. Против этого выступил Дмитрий Коса, внук председателя Народного собрания Дмитрия Константинова. Он в очередной раз заявил, что у него нет на это времени, и цинично начал обвинять Оксану Кихаял в том, что она очерняет имидж ГРТ. Давайте посмотрим. В прошлый раз я вам уделил лично свои 20 минут, мы вас заслушали. Да. Сегодня вы что предлагаете? Чтобы вы слушаете меня или вы здесь хотите шоу создать? Я хочу услышать ответ. Нет, я как понял, исходя из ваших публикаций. Оксана, вы очень красиво говорите. Я с вами, Оксана, еще раз вам повторяю, пожалуйста, давайте, чтобы я не повышал голос. Тратить сейчас время на то, чтобы ваша задача, я как понимаю, просто создать плохой имидж для ГРТ. Я считаю, что я не должен поддерживать вашу инициативу. Поэтому, да, я сразу сказал о том, что это мое личное мнение. И в прошлый раз мы вас услышали. В этот раз я не собираюсь слушать вас еще 20 минут. Не надо слушать, вы обязаны заслушать директора вообще-то. Директора ответ, послушайте, пожалуйста. Вы ответ, Оксана, вы ответ директора видели? Я не видела ответ. Тогда передайте, пожалуйста, Оксане, пусть она присядет в коридоре. Нет смысла, мы все это сделаем Пусть специально, как полагается. Ну зачем, чтобы она потом не сказала, что мы не по-человечески. Вот по-человечески передайте ей, пусть присядет на диване, пусть присядет, прочитает и все. А мы принимаем в сведения и идем дальше по повестке. Мы не можем сейчас, сейчас кто-то еще придет, 3-й, 4-й, 5-й человек, все будут нас по 20 минут времени здесь занимать. Мы не будем тратить на это столько времени. Уважаемые коллеги. Ну, во-первых, если у члена наблюдательного совета нет времени заниматься такими важными вопросами, как цензура на ГРТ, то ему точно не место в наблюдательном совете.
В этом случае лучше пусть сидит дома и ухаживает за своим пожилым дедушкой. Во-вторых, это самый настоящий цинизм. Своим решением придать огласке то, что происходит на ГРТ, Оксана Кихаял четко показала, что те, кто должны защищать общественное телевидение от политического влияния и цензуры, на самом деле являются проводниками цензуры и интересов организованной преступной группы. Она, по сути, поймала членов наблюдательного совета с поличным. И вместо того, чтобы это признать, они начали ее атаковать. Они начали атаковать пострадавшую сторону и прикрывать тех, кто причастен к совершению, не побоюсь этого слова, преступления. Не дождавшись действий со стороны наблюдательного совета, Оксана Кихаял обратилась в Народное собрание 1 февраля, то есть более чем 2 недели назад. В течение этих 2 недель не последовало никакой реакции на эту ситуацию ни со стороны руководства Народного собрания, ни со стороны профильной комиссии, ни со стороны так называемой оппозиции в Народном собрании. Так называемая оппозиция в лице депутатов от партии социалистов дружно ходит на ГРТ с теми, кто прочно ассоциируется с Шором и торжественно клянутся защищать ГРТ. От чего? Непонятно. Напомним, речь идет о цензуре уголовно наказуемом преступлении, совершенном руководством ГРТ и представителем исполнительного комитета. Однако депутаты Народного собрания, в том числе и представители так называемой оппозиции, по 10 раз на день записывают ролики и говорят, какая плохая Майя Санду и партия ПАС, но при этом никак не реагируют на преступления, совершаемые бандой Шора в Гагаузии. Сегодня, в пятницу, 16 февраля, состоялось внеочередное заседание Народного собрания Гагаузии. Мы думали, что на этом внеочередном заседании будет рассматриваться вопрос установления цензуры на ГРТ. Однако ни один депутат Народного собрания, ни из числа так называемой оппозиции, ни тем более из числа большинства Шора, ни словом не обмолвился о том, что происходит на ГРТ. Судя по всему, всех все устраивает. Так мы понимаем, что так называемая оппозиция в лице социалистов, еще месяц назад требовавшая отставки Гуцул и Константинова, вошла в обойму Шора. Видать, сторговались. А шоу, которое они устроили в Народном собрании неделю назад, требуя отставки Гуцула и Константинова, наверное, было ничем иным, кроме как повышением ценника. Как иначе можно объяснить то, что они не отреагировали на вопиющее нарушение закона и проигнорировали то, на что должны были обратить внимание, поскольку это их обязанность как оппозиции. Примечательно то, что депутаты Народного собрания на сегодняшнем заседании рассматривали некие поправки в уложение Гагаузии. Уложение Гагаузии считается основным законом Гагаузии автономии, который прописывает основные права и свободы граждан Молдовы, проживающих на территории автономии, в том числе и свободу слова, то есть защиту журналистов от цензуры. Уважаемые дамы и господа депутаты, своим пренебрежением к ситуации на ГРТ вы фактически подтерлись этим уложением. И уже никакие поправки его не реанимируют. Ваши поправки в это уложение все равно, что мертвому припарка. Вы показали, что вы сами не уважаете это уложение, и вы не делаете ничего, чтобы обеспечить гарантию прав, прописанных в этом уложении. Зачем зря тратите время? Вы с таким же успехом в следующий раз проигнорируете и наплюете на поправки, которые вы внесли туда сегодня. Ситуация на ГРТ показывает, что происходит с регионом, который попадает в руки организованной преступной группы. В этом регионе не работает закон. Ресурсы этого региона используются в ущерб жителей региона и в интересах преступной группы. Регион попадает в изоляцию, в регион не идут инвестиции, а жителям этого региона из каждого утюга вещают, что приход ОПГ к власти – это самое лучшее, что могло произойти в их жизни. Общественное телевидение, которое должно людям рассказывать правду и работать в интересах местного сообщества, становится инструментом в распространении или для распространения жесткой махровой пропаганды в интересах ОПГ и инструментом по оболваниванию местного населения. Сам факт того, что на ГРТ запрещено сегодня говорить о помощи международных партнеров или Европейского Союза, а беглый преступник Илон Шор представляется как единственный меценат и инвестор, свидетельствует о намеренной политике по изоляции Гагаузии от внешнего мира.
И это является ярким примером того, что может произойти со страной в случае, если ОПГ, представляющая интересы России, придет к власти в Республике Молдова. И неважно, будет это ОПГ возглавляться Шором или другой марионеткой Кремля. Примечательно здесь еще и другое. Это то, как весь политический класс Гагаузии реагирует на ситуацию вокруг ГРТ. Одним словом, никак. Такое ощущение, что ничего не происходит. Будто набрали в рот воды. На общественном телевидении Гагаузии, которое содержится за наши с вами деньги, совершается уголовно наказуемое преступление. Речь идет о цензуре. В это вовлечены члены исполнительного комитета, сотрудники ГРТ, руководство ГРТ, а наблюдательный совет этому всему покровительствует. Ирина Влах молчит, Николай Догла молчит. Бывший башкан Фармузал больше озабочен высказываниями Нантоя, чем происходящим с гагаузским телевидением. Они готовы по поводу и без повода критиковать ПАС и Майю Санду, вбрасывать никому не нужные темы про нейтралитет, спорить, как называется язык, румынский или молдавский. Но то, что Гагаузией фактически управляет организованная преступная группа, совершаются преступления, и в этих преступлениях замешаны должностные лица Гагаузии, это они предпочитают не замечать. Меня некоторые в Гагаузии критикуют за то, что я якобы призываю ликвидировать Гагаузию. Во-первых, я никогда не призывал ликвидировать Гагаузию и гагаузскую автономию. Что я заявлял, так это то, что нам не нужна такая автономия. А это, что называется, большая разница. Я считаю, что Гагаузия — это лучшее, что есть у гагаузского народа за всю историю его существования. И потерять эту автономию будет самой большой глупостью, которую могут совершить гагаузы, проживающие в Республике Молдова. Такой же глупостью является использование статуса Гагаузии не в интересах автономии, а в интересах внешних агрессоров и организованных преступных сообществ. На территории Гагаузии существуют две структуры, которые созданы и финансируются только региональными властями, в деятельность которых не вмешиваются центральные власти Республики Молдова. Примечательно то, что хуже всего дела обстоят именно в этих структурах. Там больше всего нарушается закон и больше всего ущемляются интересы Гагаузии. Речь идет о Центральной избирательной комиссии Гагаузии и об общественном телевидении и радио Гагаузии. ЦИК Гагаузии с момента основания не провел ни одни выборы честно и свободно. А ГРТ только и делает, что обслуживает чьи-то политические интересы. ГРТ, которое могло и должно было стать достоянием гагаузов не только из Молдовы, но и по всему миру, сохраняя, продвигая и развивая гагаузский язык и культуру, сейчас используют для того, чтобы вещать пропаганду и прикрывать беглого преступника, укравшего миллиард у молдавского народа, включенного в международные санкционные списки. Вы только вдумайтесь, деньги гагаузов тратятся не на покупку контента, продвигающего гагаузский язык и культуру. Например, почему бы не закупать такой контент у гагаузов Украины? Деньги гагаузов вместо этого тратятся на покупку махровой пропаганды, защищающей и обеляющей беглого преступника и оболванивающей гагаузский народ. И мало кто в Гагаузии видит в этом проблему. Пальцев одной руки будет много, чтобы пересчитать людей, которых эта ситуация вообще заботит и которые готовы публично высказывать свое мнение по этому поводу. Поэтому я настаиваю на том, что нам не нужна такая автономия, которая устроена таким образом, что местные политики, в том числе депутаты Народного собрания, могут продавать и продают автономию проходимцам вроде Шора, а по большому счету готовы продать любому другому проходимцу. Вопрос только в цене. И их не заботит, что происходит с ГРТ, и не заботит, что происходит с регионом. Как показала практика, они в любой момент могут забрать свою семью и уехать отсюда. Кто в Германию, кто в Румынию, а кто пока в Кишинев. Но это только пока. Нам нужна автономия, которая будет работать на интересы гагаузского народа. Но проблема в том, что мы до сих пор не можем осознать, в чем наш интерес. Наш интерес не в том, чтобы продвигать русский мир. Потому что 30 лет подряд, продвигая идею Гагаузии как форпоста русского мира в этой стране, мы попали в ловушку, где единственным выбором для гагаузов оказался Шор. И этот выбор нам навязала та самая Россия, чьи интересы гагаузские политики так яростно продвигают в ущерб нашим взаимоотношениям с Кишиневым и ценой изоляции Гагаузии от внешнего мира. В интересах Гагаузии
выстраивать нормальные рабочие отношения с Кишиневым, начать ценить свою идентичность, сохранять и развивать свой язык и культуру и обеспечивать рост благосостояния для всех жителей региона. Гагаузия, остающаяся форпостом русского мира, с политиками, готовыми ради денег сделать все, что угодно, сдать Гагаузию в концессию кому угодно, изолировать жителей Гагаузии, навязывать вымышленные проблемы и игнорировать реальные. Такая Гагаузия не нужна никому, прежде всего самим гагаузам. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Увидимся в новом выпуске Nocta Live через неделю. До свидания.